Сегодня в Коми работает российский политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов. Он отмечает, что за последние 5 лет значительно выросла политическая грамотность жителей страны. Люди начинают понимать, где популизм, а где люди действительно заняты делом во имя задач и целей, стоящих перед страной. Александр Асафов считает, что общество ускоренно повзрослело, в том числе в связи с событиями и вызовами последних лет. Это пандемия коронавируса и специальная военная операция. Партии, общественные организации, волонтеры, простые жители объединились ради достижения победы. Такая же ситуация, по словам Александра Асафова, и в республике Коми. Социологические опросы показывают, что около 80% населения удовлетворены жизнью в регионе. Есть трудности, проблемы, но есть и пути решения. Политическое, скажем так, многоцветие, которое там 5 лет назад привлекало внимание и обывателя, и журналиста, оно вот в какой-то степени ушло, да, поскольку мы, как мне кажется, да, это мое личное субъективное мнение, мы прошли через такое ускоренное взросление. И то, что нас занимало до предела, там, скажем, те же самые 5 лет назад, да, вот в политическом именно поле, сейчас представляется маловажным, поскольку наша задача – это вот та самая консолидация ради победы. Александр Асафов работает в области наблюдения за голосованием на выборах различных уровней, улучшения избирательного законодательства. По опросам в ЦИОМ 62% наших избирателей считают, что общественное наблюдение на выборах необходимо. Набирает у жителей популярность дистанционное голосование. Если 5 лет назад такой вид голосования впервые применили на 3 участках в Москве, то на выборах президента уже в десятках регионов. В следующий единый день выборов в Коми также будет использовано дистанционное голосование. Опытом прошедшей недавно президентской кампании, да, что сейчас, несмотря на попытки, постоянные попытки атаковать и отдельные узлы дистанционного электронного голосования, и систему в целом, вот, система стабильна, устойчива и не подвержена внешнему влиянию, хранит и тайну голосования и, соответственно, не позволяет никому вмешаться в результат. Это показывают и различные уровни наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Их всего 3, да, есть экспертные технические, есть партийные, есть общие, да, любой из нас может стать наблюдателем. Также Александр Асафов – лектор Российского общества знания, которое существует с 1947 года. Со своими лекциями эксперт объездил более 60 регионов. Сегодня он выступает перед госслужащими Коми.